В Буздякском районе Башкортостана есть старинная татарская деревня Кепей-Кубоу, Копей-Кубова. Кстати, местные жители называют ее Кепей, а возникла она в далеком XVIII веке. Пустующие, где-то болотистые, где-то покрытые лесами земли, трудолюбивые татары из Поволжья, Центральной России превратили в благодатный край с хлебными полями. Здесь так любят работать, что даже родник на горе Сурча называется Эшбетте. Сложная и непростая историческая судьба у татар. По материалам Третьей государственной ревизии 1762 года жители Копей-Кубова относились к сословию ясачных татар. В дальнейшем, на протяжении XVIII и XIX столетия, они переходили в сословие тептерей, башкир и новобашкир. Таковы были социально-экономические реалии того времени. Однако, как бы ни называли их сословную принадлежность, копейлер всегда оставались настоящими татарами, хорошо помнили о своем происхождении, бережно хранили родной татарский язык, обычаи и культуру. Бүгінгі күнде беріде 1000-ге якын кіші яши. Райондағы Қыдаш исемлі алдыңғы көмек қожалықта беріде. Ауылда орта мектеп, балалар бақшасы эшләй. Копей-Кубоу саф татар авылы. Милләт балаларын милли рухта тәрбияләргә тырышалар. Соңгы елларда татар телен укытуга бәйле кыенлыклар артса да, ана телебезне мөмкинлектән чыгып өйрәтәләр. Безнең Копей-Кубоу авылы саф татар авылы. Шуның эчендә татар теленә зур игътибар бүленә һәм шушы дәресләргә безнең укучылар бик теләп йөриләр. Именно в Копей-Кубово родился уникальный человек, дважды герой войны и труда. Хатмулла Султанов участвовал в Великой Отечественной войне. Отважный пехотинец отличился в боях за освобождение Польши, Германии, стал полным кавалером Ордена Славы. Фактически это приравнивается к званию Героя Советского Союза. А после войны нефтяник Хатмулла Салгараевич Султанов был удостоен еще звания Героя социалистического труда. Менә шундый алар, копейлер. В этой татарской деревне таится какой-то неиссякаемый источник вдохновения. Копей-Кубово – малая родина сразу нескольких выдающихся татарских художников. Судите сами: Вакиль Шайхетдинов, Вагиз Шайхетдинов, Финат Набиуллин. У подножия священного Суорча, на берегах прекрасного Кидаша, зарождался их талант. Вакиль и Вагиз Шайхетдиновы – родные братья. Выросли в крестьянской семье. Родители Гайнель Гайлем и Суфия старались создать сыновьям условия для развития всех способностей. Во всем их поддерживали. И Гайнель Гайлем Шайхетдинов и его супруга Суфия происходили из видных семей. Отцом Гайнель Гайлема был зажиточный крестьянин по имени Нургали, а сына он женил на дочери имама Мулла Камал Хаджи из соседней татарской деревни Устюба. На этом удивительные факты о татарской деревне не заканчиваются. Мало кто останется равнодушным, услышав о судьбе матери-героини Майкамал Латыповой из Копей-Кубова. В Великой Отечественной войне участвовали 8 ее сыновей. 6 из них остались на фронтах той страшной войны. В селе установлен памятник в честь матери-героини, олицетворение силы духа простой татарской женщины. А еще в Копей-Кубово выросла целая плеяда талантливых журналистов и людей других творческих профессий. Фанис Фатхи, Радиф Фатхи, телеоператор Рузиль Имамов, с Копей-Кубово связанная фотохудожница Светлана Урманцева, а в последние годы в сети популярен сельский блогер Айдар Калимуллин.
В юмористических роликах он пропагандирует жизнь в татарской деревне Копей-Кубово.